Ассаламу алейкум, дорогие зрители. Добрый день, кто смотрит это видео. Я хотел сказать несколько слов по поводу нашумевшего ролика от Сергея Карамурзы. В этом ролике он говорит, что на войне с украинцами русским так тяжело убивать украинцев. Все-таки, говорит, это же один народ, русские и украинцы. У них один язык, одна история, одна религия. И поэтому, говорит, вот кто-то ему подсказал, вынужден Кремль мобилизовывать национальные меньшинства, потому что, по утверждению Карамурзы, нам, татарам, чеченцам, башкирам, бурятам и так далее, легче убивать украинцев. Конечно, можно было сказать много слов возмущения по этому бредовому утверждению, но я постараюсь сократить. Сергей Карамурза, вот ему, наверное, его почитатели из нерусских, из национальных меньшинств должны сказать спасибо. Вот так, спасибо тебе, Сергей, спасибо. Хоть чем-то ты нас выделил. А то в России действующие пропагандисты, Путин и его клика, да, уже сколько стараются доказать нам, что в России живут только русские. Помните, много же таких слов было. Сам президент дал такой мощный импульс этому, когда говорил: я Лакис, я Даргинис, еще кто-то он там. Сколько в пропаганде было таких слов. Помните, вот Толстой говорил: а с чего это татары называются татарами? Зря, что ли, мы Казань брали. Ну, примерно вот в этом ключе. То есть отказывают этим самым национальным меньшинствам в каких-то культурных национальных особенностях. А Сергей Карамурза, видите, выделил. Оказывается, ну, если чем-то мы и отличаемся на фоне вот этой единой неделимой России, то отличаемся мы безжалостностью. Тем, что мы лучше убиваем. Спасибо ему, пусть скажут его почитатели. Пока я еще несколько слов не добавил к этому, хотел сказать о таком явлении, как хорошие русские. Вот эти самые хорошие русские, которые переехали в Европу, где-то засели, да, в Болгариях, там, в Венгрии, не знаю еще где, которые были обменены. В последнее время вот очень много говорят столько обидного нам и про нас. То Певчих какая-нибудь там выйдет, что-то там отсыпать, она что ли хочет суверенить это, то Ходорковский там начинает размышлять про то, что если что, встанет вопрос о делении и неделении, делимости и неделимости России, он там, значит, каленым железом еще раз куда-то войска ведет, да? То Яшин какой-то, то сейчас вот этот Сергей Карамурза, вот эти хорошие русские в своей ненависти, они часто переплевывают и самого Соловьева, и Симонян. Вот такое вот ощущение. И заметьте, вот Сергей Карамурза сказал это на французском, на хорошем таком французском. Понятно, кому направлены эти слова. Он доказывает это таким средним европейцам, франкофонам, которые слышать не слышали, наверное, на какие виды, подвиды делится Россия. Для них Россия это, ну вот, то, что описывал Достоевский, Толстой. Для них русский всегда ближе, как светлый, да, ну, антропологический, по религии христианин, как бы они ни отличались. А там какие-то мелкие народности, ну, для них это что-то неважное. И, наверное, что-то даже нехорошее. Потому что грамотные европейцы, они, может, если что-то про нас знают, то знают из истории про злых гуннов, которые вторгались в Европу, чинили тут что-то, да, ну, как у них преподается, как их обучают. И вот, и Сергей Карамурза, вы обратите внимание, как он в этом ролике еще это все объясняет таким интеллигентно, такими застенчивыми жестами. Ой, я никогда про это не думал. Вот мне подсказали. А ведь действительно нам так тяжело убивать этих украинцев. То есть он тихонько закладывает такую мысль, что вот эти страшные дела, которые
творились и творятся в Украине, ну, они как бы не совсем ведь от русских. Там, наверное, большей частью участвуют вот эти какие-то потомки гуннов, какие-то нехорошие чеченцы, да. Тихонько он, ну, к этому подводит. И поверьте, ему поверят. Средний европеец, он, наверное, хочет он в это верить, он, ну, так и будет думать, как ему Сергей Карамурза объяснил, что типа там беспредел в Украине чинили, ну, в основном не русские, а какие-то злобные дагестанцы, чеченцы и так далее, и так далее. Тут еще вот один такой момент обидный для меня. Если бы у этих сторонников единой, неделимой России, у всяких Ходорковских, Мурз, вот этих Яшиных и Певчих и прочих, если бы у них спросили, а вот смотрите, вы говорите русские, да, но ведь столько нерусских людей, которые ну, создавали всю русскую культуру. Я как-то у себя на телеграм-канале это тоже доказывал. Тролля при этом русскую Башкирию. Такой канал у нас есть, да? Которые там наезжали на меня, там немчурой назвали, там немцем, фашистом, не знаю. И я им говорю, ну хорошо, кто и что ваша Россия без Екатерины II? Кто вам построил эту страну? Дальше. Вы говорите язык Пушкина. Вы копните его биографию. Ну, сам он пишет про себя, да? Мой дед из немцев пришел. Тоже немец. А, словарь кто вам написал? Словарь Даля, да? Русский словарь. Немец. И так далее. Так можно долго продолжать. Сталин, в конце концов, да, вот последняя модель вашей империи, это империя, в принципе, Сталина с какими-то оговорками, которые до сих пор ну, продолжает функционировать. На это утверждение хорошие русские сказали бы, подожди, ну, это же все этнические какие-то нюансы, да? Русский это же не национальность. Русский же это вот кто по духу русский, тот русский. Поэтому не надо копаться, кто на сколько процентов русский. Главное, они вот приняли эту культуру, эти цивилизационные коды, кто-то там поучаствовал в создании нашего языка, там кто-то строил эту империю, аппарат и так далее, и так далее. Хорошо, но если вы в каких-то достижениях не делите вот этих русских на какие-то этнические меньшинства, почему вы вдруг начинаете их делить, когда речь заходит о чем-то плохом? Вот как сейчас Сергей Карамурза. Ну, наверняка же он все достижения России считает такими общими, но не надо смотреть на то, кто их строил, да? И Сталина бы он назвал бы таким русским мужиком. И Екатерина это такая натуральная русская бабушка. И Пушкин он русский и так далее, и так далее. Но почему, когда кого-то там убивать безжалостно, кровью брызгать направо-налево, тут Сергей Карамурза вдруг вспоминает, что это, ну, там есть, наверное, такие особенности. Вот эти вот национальные меньшинства, они легче могут убивать. Вот. Я на такие моменты и на такие высказывания от хороших русских советую вам всем обращать внимание. Потому что именно в них вы прекрасно видите, как на самом деле русские, условные, да, я уже объяснил, почему условные, хорошие и нехорошие, действующие пропагандисты или обмененные политические заключенные, как они относятся к национальным меньшинствам, вот по этим небольшим роликам, небольшим там прокидончикам становится понятно, как они к нам относятся. Если есть какие-то национальные особенности в нас, это оказывается в том, в чем объяснил Сергей Карамурза. Мы легче можем убивать. У нас меньше жалости. И вообще вот во всех тех ужасах, которые происходят на Украине, оказывается, но не так уж сильно
виноваты русские, именно русский народ, такие этнические русские, а какие-то национальные меньшинства. Ну ладно, можно было много возмущаться. Я просто для своей аудитории, для башкироязычного сегмента хотел тоже озвучить эти мысли, чтобы наши лучше знали, что про них и кто где-то говорит.